кувалдой по бездорожью. Диск на свалку или ювелирный ремонт. Насколько опасны трещины и что такое гигиена для дисков? Сейчас разберемся. Литые, кованые и штамповка. Надо знать особенности тех и других, чтобы решить, ремонтировать поврежденный диск или поставить новый. Если у вас штамповка, ремонт простой. Даже при сильном ударе они, как правило, только мнутся. В дороге подойдет старый дедовский способ – молоток или кувалда. Но только если вмятина небольшая. Будем править диск. Если этого не сделать, колесо на скорости будет бить из-за дисбаланса. А если у вас бескамерка, покрышка может вообще спустить и соскочить. Если вмятина слишком большая и колесо уже на ободе, ставим запаску. А если ее нет, максимально равняем диск и ставим камеру. Но молоток не компьютер. После такой правки на металле все равно останутся вмятины. А диск должен быть гладким, чтобы шина плотно к нему прилегала. Так что придется заглянуть на шиномонтаж. Если в дороге замяли легкосплавный диск и колесо спустило, а запаски и камеры нет, поправить его можно и молотком. Но только через резинку или деревянную проставку. Ударите по диску, может появиться трещина, либо он вообще расколется. Подровняли, накачали и на шиномонтаж. Если диск раскололся по центру в месте крепления колеса, то такие повреждения не лечатся. Порядочные мастера в таком случае даже не возьмутся за ремонт. Трещина снаружи, а разрушение внутри. От вибрации на скорости диск может лопнуть. Ему один путь – на свалку. Литые диски в основном раскалываются от боковых ударов. Спереди шина, она как